24. Уже по доброй традиции в рамках весенней акции в этой студии в прямом эфире пройдет суперматч по русским шашкам. Этого захватывающего события ждут любители шашек не только нашей республики, но и далеко за ее пределами. Сегодня за клетчатой доской будут сражаться два сильнейших соперника. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем их в этой студии. Андрей Федотов, международный гроссмейстер, двукратный чемпион мира по русским шашкам, призер чемпионата мира по бразильским шашкам. А также сегодня приглашенный гость. Встречаем аплодисментами Мурадулло Амриллаев, международный гроссмейстер, чемпион мира в быстрой программе, многократный чемпион мира в индивидуальных и командных соревнованиях по русским и международным шашкам, первый чемпион мира по русским шашкам. И, конечно же, напомним о том, что сегодня главным призом этого суперматча станет 100 тысяч рублей. Конечно, победит сильнейший, ну а сейчас позвольте представить наших многоуважаемых гостей. Олег Олегович Марков, генеральный директор национальной вещательной компании «Саха». Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Юрий Егорович Никифоров, вице-президент Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Сардана Попова, начальник управления целевых программ Целевого фонда будущих поколений. Ну и сейчас хотелось бы дать пару слов нашим уважаемым участникам. Каков ваш настрой, какие эмоции? Андрей, прошу. Спасибо. Спасибо, что предоставили мне возможность сыграть здесь. И настроен только на победу. Так, краткость, сестра таланта, все очень четко, да? Хорошо, Мурадулло, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Погодные условия внесли свои коррективы, да? Матч должен был быть вчера, но мы его проведем сегодня. Сбило ли вас это немножечко с толку, или вы собраны на все 100%? Нет, это даже интересно. Я тоже хочу пользоваться случаем. Спасибо, что пригласили. Хотел бы поблагодарить всех организаторов, руководства, правительства, что сумели организовать такой матч. Вот, и дали возможность для нас устроить такую борьбу с Андреем Федотовым, действующим двукратным чемпионом мира. Вот. Я тоже настроен на борьбу. Настроен. Отлично. Ну а сейчас на правах хозяина слово предоставляется Олегу Олеговичу Маркову. Саха национальный контроль компания каналыгар бүгін добакка 2 андайду кайылақтара көн көрсөлдерін болған көрігітеген грабыт. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители, добрый вечер, уважаемые гости, участники. Поздравляю сегодня с праздником спорта. У нас в республике встречаются два чемпиона мира. Национальная вещательная компания «Саха» уже по традиции 5-й раз проводит акцию «Весна на НВК», и в рамках этой акции уже 4-й у нас суперматч, матч чемпионов, как мы называем. Первый матч у нас начинался между нашими гроссмейстерами Николаем Стручковым и Гаврилом Колесовым. Затем ежегодно к нам приезжали чемпионы мира, играли здесь, и, как говорится, всегда побеждал сильнейший. И мы с сегодняшнего матча тоже ждем очень интересной игры. Естественно, все это проводится для популяризации шашек у нас в республике и вообще во всем мире. Да? Сейчас у экранов телевизора сидят юные таланты, которым этот матч запомнится на всю жизнь. Ну а я от имени нашей компании хочу поблагодарить вас, Мурадулло, вас, Андрей, за то, что сегодня сыграете в такой ответственный день. Естественно, это волнение и нам передается. И хочу поблагодарить организаторов, которые нам помогают, Целевой фонд будущих поколений, Егорову Владимиру Анатольевичу. Хочу поблагодарить заместителя председателя правительства Сергея Васильевича Местникова, который ежегодно нас поддерживает эту акцию. Сергей Васильевич стоял у истоков этих турниров и, можно сказать, был соавтором. И в этом году он нас тоже здорово поддержал. И также хочу поблагодарить Федерацию шашек, который всегда за то, чтобы проводился такой турнир. Ну, а я участникам желаю удачи, и пусть победит сильнейший. Ну а сейчас слово предоставляется как раз-таки Сергею Васильевичу Местникову, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Добрый день, добрый вечер, уважаемые зрители. Очень приятно, что мы возобновляем наш проект, несмотря на сложности, которые у нас были в прошлом году. Этот проект изначально 3 года назад был придуман
коллективом целевого фонда будущих поколений. И проект, прежде всего, как социальный проект. Ни в коем случае не как коммерческий проект. Хотя победитель получает приз 100 тысяч рублей, но этот проект имеет целью популяризации шашечек нашей республики. Как мы знаем, наша республика во всем мире славится как шашечная республика. У нас выходцы очень такие сильные спортсмены по шашкам. И сегодня вот в нашем зале также присутствует молодежь. И уверен, что по телевизору наблюдают сейчас многие зрители, дети, молодежь. И будут наблюдать за этим интересным матчем. Я желаю всем участникам нашим удачи. Пусть победит сильнейший. Слово предоставляется Юрию Егоровичу Никифорову, вице-президенту Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, дорогие телезрители, дорогие любители шашек. Я хочу сказать несколько слов о нашем друге Мурадулло Амнуллаеве. Надо сказать, наш друг Мурадулло, мы его полюбовно называем Мурод, приезжал к нам в Якутии в 1994 году первый раз. Вот сколько, 27 лет тому назад, и он тогда приезжал и на месяц оставался. Он проводит тренировочные сборы в Чуракинском улусе. С тех пор мы его встречали во многих чемпионатах Азии, Европы, мира. И всегда он, как друг наших шашистов, всегда хорошо относится к нашим гроссмейстерам. Он друг Гаврила Гавриловича. Я очень хорошо знаю, что они давно дружат. И много-многих наших гроссмейстеров. Добро пожаловать, наш друг Мурадулло на якутской земле. И надо сказать, сегодня он провел очень отличный сеанс одновременной игры среди наших школьников. И мы благодарны нашему другу. И сейчас говорим, пусть победит сильнейший. Слово предоставляется Сардане Поповой, начальнику управления целевых программ Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Добрый день. Фонд будущих поколений, начиная с 2017 года, реализует проект «Шахматы и шашки. Путь к успеху». В рамках проекта у нас было реконструировано здание Республиканского шахматно-шашечного центра, реализованы мероприятия, проекты, и в том числе на этот матч. Реализация проектов у нас помогает формировать потенциал духовный, творческий, интеллектуальный, физический потенциал детей и молодежи. И я уверена, что сегодня нас будут смотреть будущие чемпионы мира. Спасибо большое. Ну а сейчас мы предлагаем участникам проекта, слово предоставляется Вячеславу Павловичу Варламову, главному судье, спортивному судье. И кто выиграет 2 микроматча, да, тот станет уже победителем. А если не определится победитель, да, то дополнительно еще микроматч сыграем. Сейчас будем уже жеребьевку делать, да, и спортсменов приглашаю нас за стол. Как чемпионы мира, действующим чемпиону мира, да, жеребьевку будем, цвет будем выбирать. Черными. Андрей будет играть черными. Выбирайте. Жребий. Так, выбираем жребий. Пятнадцатый и 4-й. 15-й. СД4, БА5, ЖФ4, ФЕ5, ДФ6 и ЕЖ5. Приветствие. Начинаем первый микроматч. Ну что ж, дорогие друзья, мы приступаем к просмотру нашего традиционного суперматча по шашкам. Как мы уже знаем, всегда у нас акция «Весна на НВК» вот традиционно завершается таким вот масштабным состязанием по шашкам. И сегодня у нас встречаются в студии НВК 2
международного гроссмейстера, именитого спортсмена Андрей Федотов, который представляет Республику Якутия, является хозяином, да, вот, данного шашечного матча, и приглашенный именитый наш гость Мурадулло Амрилаев. За происходящим вместе с вами будем наблюдать мы, я Власий Сергеев, а также исполнительный директор Федерации шашек Республики, международный гроссмейстер, 4-кратный чемпион мира Николай Стручков. Добрый вечер. Сегодня мы станем свидетелями суперматча между двумя чемпионами мира, международными гроссмейстерами, уже именитыми спортсменами Андреем Федотовым из Амгинского улуса, представляющим Якутию, и Амрилаевым Мурадулло, представителем Башкортостана. Итак, вот уже началась, начался первая партия, первый микроматч, и по жеребьевке попалась, дебют этой теории, можно сказать, это уже старая теория, известная еще с советских времен. Ну, как бы тут есть небольшое преимущество у белых. Черным нужно правильно правильно защищаться. И что, особенность матча, если так говорить, пока вот думают черные, очень короткий контроль времени, всего дается участникам 2 минуты на партию, плюс по 2 секунды за ход прибавляется. И это очень жесткий контроль. Даже в соревнованиях по молниеносной игре официальных проводятся соревнования по 3 минуты плюс 2 секунды за ход. А тут уже даже на 1 минуту меньше. Это очень жесткий контроль. И как бы не исключено, что будут какие-то ошибки, может быть, ляпы. Будем надеяться, что участники все равно покажут достойную игру и качественную борьбу. Да, конечно, мы все ждем, конечно же, ярчайшей борьбы. Мы отметим, что у нас Андрей Федотов играет черными фигурами, соответственно, белыми Амрилаев Мурадулло. Да, сейчас белые получают ощутимый перевес, но, как мы видим, уже контроль времени очень жесткий, у черных уже остается менее 5 секунд. Так. Я надеюсь, что Андрей найдет тут уравнение. Так, тут главное, конечно, не просрочить время. Это, как вы знаете, если при просрочке времени, да, моментально это приводит к поражению в партии. Так, черные, походу, все-таки нашли защиту, и сейчас уже партия потихоньку продвигается к ничьей, но все равно как бы у белых поприятнее. Тут черным надо еще немножко надо будет точность проявить в некоторых моментах. С уверенностью можем сказать, что нас ждет очень напряженная и интересная концовка. Белые задумались, как мы видим, ищут какие-то возможности, может быть, но это дало время, наверное, уже вот черным, да. Как мы видим, белые, да, уже нашли небольшие шансы. Точный ход, точная защита. Так. Да, все черные очень точно защитились. И первая партия завершилась ничью. Теперь должны будут соперники поменяться цветом и
играть тот же дебют. Первой Уже партии. теперь за белых будет играть Андрей Федотов. Сейчас меняются местами, и теперь вторая партия микроматча. Время поставь. CD4, B5, G4, FE5, DF6, EG5. Да, все, приветствие. Вторая партия. Ну что ж, стартовала вторая партия первого микроматча. Мы, как знаем, то, что наш суперматч состоит из... играем до 2 побед именно в микроматчах. То есть у нас может быть такой исход, то, что если побеждает спортсмен один со счетом 2-0, то у нас все завершается. Если же ничья, то у нас будет третий микроматч. У нас вторая партия первого микроматча тем временем уже стартовала. Да, играется 3 микроматча по 2 партии. Тот, кто наберет 2 очка, тот будет объявлен победителем. Давайте немножко, может, представлю участников, да, коротко. Андрей Федотов — это наш международный гроссмейстер, двукратный действующий чемпион мира. Он победил в последних 2 чемпионатах мира в 2018 и 2020 году. И вот в прошлом году в Турции проводился чемпионат мира. Андрей очень сильно в составе, защитил свой титул, завоеванный в 2018 году. И Мурадулло тоже был участником чемпионата. Вот, чемпионат также там проводился по 3 программам. И вот как раз в быстрой программе Мурадулло стал также чемпионом мира. И его можно назвать, Мурадулло, если перейти, специалистом именно в быстрой и молниеносной игре. Он многократный чемпион мира по блицу. Так. Также Мурадулло в 1993 году был проведен первый чемпионат мира по русским шашкам в истории. И вот действующим, тогда как раз чемпионом мира, то есть в 1993 году стал Мурадулла Амрилаев. Так что это, можно сказать, одна из легенд шашек. Уже вот на протяжении 25 лет более он находится на вершине в элите шашек. Но мы можем добавить то, что вот приезд, да, столь именитого спортсмена в лице Мурадуллы Амрилаева стал возможным благодаря приглашению Федерации шашек Республики совместно с целевым фондом будущих поколений. И вот у нас, собственно, по традиции в завершении акции «Весна на НВК» идет такой вот суперматч, победитель которого получит, между прочим, 100 тысяч рублей. Но мы уже говорили, да, о том, что это у нас уже добрая традиция. 4-й суперматч у нас проходит в данной студии. Я думаю, наши телезрители уже прекрасно помнят, да, то, что началось все это в 2017 году. Тогда как раз вот вы, Николай, играли с Гаврилом Колесовым. В 2018 году, я напомню, Гаврил Колесов встречался с Сергеем Белошеевым. И в 2019 году наша Матрена Наговицына сыграла в этой студии с представительницей Польши Натальей Садовска. Да, это уже 4-й матч. И, как мы видим, вторая партия. Белый Андрей Федотов совершил жертву временную и получил компенсацию в виде преимущества
Так вот, как бы Мурадулло сейчас вернул качество, и все еще у белых преимущество, хорошая позиция, но тут надо черным найти защиту. Как мы видим, снова цейтнот у одного из участников. Так, ну партия завершается в ничью. Вторая ничья к ряду, во второй, да, партии. И общий... Да, первый микроматч. Результат ничья. Сейчас будем играть второй микроматч. Чуток перерыв сделаем. Хорошо. Пока спортсмены отдыхают, позвольте предоставить слово почетному гостю нашего суперматча сегодня. Это Николай Николаевич Савин. Он является ветераном спорта, 13-кратный чемпион республики по шашкам. Здравствуйте. Как вы оцениваете игру и поделитесь своими эмоциями? Ну, интересно было наблюдать, конечно. Ну, мы знаем, что в эти 64 клеточной доске сначала первые ходы жеребьевкой делаются, и поэтому в данном случае каждый раз белые получали немножко преимущества, и каждый раз черные убегали. И во второй партии мне показалось, Андрей немножко время у него мало было. Наверное, у него шансы были некоторые. Мне показалось, по крайней мере. Ну, время у них игры очень непродолжительное, всего 2 минуты, и каждый раз прибавляются секунды. Поэтому где-то партия длится, ну, 3, 6, 7, 8 минут. Так что за это короткое время сложно все варианты просчитать. Ну, будем надеяться, что еще 2 матча предстоит играть, так что кто победит, кто в форме, тот и выиграет. Приз очень хороший, 100 тысяч рублей. Посмотрим, кому посчастливится получить такой хороший приз. Спасибо большое, Николай Николаевич. Ну и слово предоставляется Гаврилу Колесову, международному гроссмейстеру, многократному чемпиону мира. В таком матче исход матча предсказать практически нереально, потому что оба соперника играют очень сильно и много раз между собой встречались. И я Мурадом, как раньше говорили, много раз играл. Мурад не первый раз в Якутске, он в 94-м был, в 97-м был и в 2000 каком-то году был. По-моему, 4-й раз он здесь. Ну, игра интересно проходила. По дебюту, как сказал Николай Николаевич, некоторое преимущество у белых. И черными они как бы защищались. Белыми хотели выиграть, а черными защищались. Ну, я раньше 2 матча здесь играл, вот в этом зале. И такой матч игрокам очень, они волнуются. И время короткое, блиц. Тут можно и ошибиться, можно сделать неправильные ходы. Поэтому, как говорил, предсказать практически нереально исход матча. Может выиграть любой. Шансы, я думаю, 50 на 50. Спасибо. Мы приглашаем вернуться участников суперматча в студию.
Сейчас начнем второй микроматч. Тоже выбираем жеребьевку. 19-3. С3, F4, F6, B4. Сюда. F6, B4. Угу, правильно. Так. Начинаем второй микроматч. Я нажму. Ну что ж, стартовал у нас второй микроматч. Я напомню, что в первом микроматче спортсмены дважды сыграли в ничью. И сейчас у нас идет второй микроматч. Белыми играет Андрей Федотов, соответственно, черными Мурадулло Амрилаев. Так, ну, по жеребьевке выпал дебют так примерно равный. Получается гамбитная позиция, так называемая. И она, как вы видите, симметричная. Практически. То есть вот, видите, симметричная позиция. В таких обычных позициях тот, кто повторяет, у того есть небольшое преимущество, как правило. Ну, может, думаю, то, что стоит отметить для телезрителей, которые, может быть, не знают, да, у нас в начале каждой партии идет жеребьевка, и у нас путем жеребьевки вот определяется дебют, да, то есть первые шаги. Да, сейчас все соревнования официальные среди взрослых, среди вот такие как чемпионаты мира официальные, чемпионаты России, проводятся по жеребьевке дебютов и начальных позиций. То есть раньше вот как играли с классическим, с начальной расстановкой, теперь уже только проводятся соревнования, ну, как бы неофициальные, либо соревнования более низкого масштаба, уровня. И так как еще в советское время все классические вот эти дебюты были изучены, слишком много было ничьих. Вот, с середины 80-х была предложена такая вот новая, скажем, как ее тогда называли, современные шашки, современные русские шашки, которая играется вот по таблице, и которую жеребьевка проводится перед партией, перед первой партией микроматча, которая обязательно в обеих партиях микроматча. Это привело в свое время к результативности, то есть уже меньше стало каких-то вот ничьих, и стало больше борьбы за доской, и теперь уже как бы стала решать не там теоретическая подготовка, да, знания, а уже тот, кто именно лучше читает, как бы более, может быть, быстрее думает или что-то вот более, скажем так, лучше понимает позиции. Ну, на самом деле, да, данная встреча должна была состояться еще вчера по плану, да, но ввиду того, что у нас погодные условия внесли свои коррективы, у нас аэропорт не смог принять судно, на котором должен был прибыть Мурадулло Амрилаев, и в итоге встреча была перенесена ровно на один день, но, как мы уже слышали, да, в начале трансляции Мурадулло сказал, что это на его настроение никак не сказалось. Мурадулло уже как бы опытный
боец, он во многих оказывался в ситуациях, и наверняка это его не выбило сильно из колеи. Так, ну, если вернуться к партии, то, как мы видим, преимущество у белых. И это вылилось в одну лишнюю шашку в окончании. Ну, сейчас перешли в дамочное окончание. И снова цейтнот, как вы видите. Конечно, это очень жесткий контроль, влияет на качество игры и на саму игру. То есть, тут, скажем, все равно будет преимущество того, кто психологически более устойчив. Так. Очень мало секунд, и это приводит вот к таким ходам, да. Смотрите, как динамично разворачивается это событие в концовке. Так, ну, партия близится к ничьей все-таки. Да, соперники согласились на ничью. Результат первой партии второго микроматча. Ничья. С3 F4, F6, B4. Приветствие. Начинаем вторую партию второго микроматча. Итак, начинается вторая партия второго микроматча. Как видели, третий микроматче было преимущество у нашего участника Андрея Федотова, который играл белыми. Но, к сожалению, вот нехватка времени, наверное, все-таки им помешала получить чуть решающее преимущество, и партия завершилась ничью. И все равно следует отметить, что черными, которыми играл Мурадулло Амрилаев, в принципе, он тоже очень технично, правильно защищался в окончании, которое было в прошлой партии. Теперь вот началась четвертая партия. Да, у нас вот две партии первого микроматча завершились, и также в ничью. Пока что вот одержать победу ни одному из спортсменов не удается у нас. Ровная борьба идет. Ну, мы знаем то, что Мурадулло Амиралаев сегодня после прибытия в Якутск успел посетить республиканский шахматно-шашечный центр, где провел мастер-класс для юных любителей данного вида спорта. Также, кульминацией, наверное, стала вот одновременный сеанс, да, вот игры с воспитанниками центра. И вот гость программы, собственно, этот матч в прямом эфире на наших телеканалах. Да, Мурадулло, у него сегодня получился, к сожалению, из-за задержки рейса такой насыщенный график. Он, получается, в один день и мастер-класс провел, и сеанс. И вот сейчас матч проводит. Ну, как я говорил, он опытный боец и находится сейчас в отличной форме. Что вот недавно на завершившемся недавно чемпионате России среди команд, среди регионов, он там
показал один из лучших выступлений среди всех. И команда Башкортостана выиграла чемпионат России по молниеносной игре. И, конечно, этому больше всего поспособствовал, решающий вклад внес Мурадулло. Так, ну, у белых тут перевес, это понятно. Все-таки черных есть, скажем, у белых больше темпов, то есть свободных темпов, и это приводит. Ну, я думаю, все-таки Андрей тут делает правильные ходы и все-таки уже, можно сказать, уравнял позицию. Да. Ну, продолжается у нас данный матч. У нас вообще в этой студии уже сколько именитых, да, вот представителей данного вида спорта было. Это и вы, Николай Стручков, и Гаврил Колесов, и Сергей Белышеев в качестве вот соперника, гостя, да, был в этой студии. Матрена Наговицына, как мы говорили, уже играла с Натальей Садовска. Много именитых участников. И в этом году у нас Мурадулло Амриллаев. Ого, удар. Комбинация. Андрей Федотов провел комбинацию и одерживает победу. Так, результаты второго микроматча. Андрей Федотов выиграл. Так, перерыв. Еще до третьего микроматча. Итак, как мы уже говорили о том, что огромное внимание уделяется именно развитию интеллектуального спорта, ведь это очень важно для подрастающего поколения. И сегодня в студии у нас есть юные шашисты. Позвольте представить, Тунара Федорова, где вы? Вот она. Тунара, возьмите, пожалуйста, микрофон. Расскажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь шашками и кто у вас кумир, если не секрет? Здравствуйте. Я занимаюсь шашками с 6 лет. Сперва я ходила в кружок, а потом уже в 1 классе я пошла в ДЮСШ Горного Луса, и там начала тренироваться каждый день. Есть ли у тебя вот кумир или вот чья игра тебе нравится больше всего? С кого берешь пример? Мне нравится игра Александра Георгиева. Он один из самых сильных шашистов в данное время. Все? Все, да? Хорошо занимаешься? Я занимаюсь с 5 лет. Занималась, я тоже ходила на кружок просто, а потом так получилось, что я пошла на шашки. Потом начала заниматься. Занимаешься. Ну и кто для тебя звезда в этом виде спорта? Ой. Стесняешься сказать, да, пока? Затрудняешься. Хорошо, Сандара Просимова. Она является мастером спорта по шашкам, призером чемпионатов России среди женщин. Здравствуйте. Добрый вечер. Сандара, ну ваша оценка игры сегодня?
Ну, игра очень интересная, за ней очень интересно наблюдать. И так как играет гроссмейстеры, у них игра различается от нашей. Поэтому очень интересно. Очень интересно. Помнишь ли ты свои первые соревнования и победу свою первую, помнишь? Во сколько лет это было? Во сколько лет я точно не помню, но это было в Чурапче. Юный талант, кажется. Там я заняла 2-е место, и для меня это было большим шагом. Конечно, я расстроилась. Из-за коэффициента я стала 2-й. Тогда я даже не знала, что это нормально. Но для меня это был большой шаг. Молодец, спасибо. Мы желаем тебе удачи в твоей спортивной жизни. Ну и у нас сегодня большая группа поддержки. Родственники у нас в большом таком составе Андрея Федотова. Помашите рукой, где ваш, вот это братья вот присутствуют, да? Племянница маленькая, постарше племянницы. Переживают, болеют. Ну, я думаю, не будем тянуть долгое время. Прошу вернуться Андрея Федотова и Мурадулло Амрилаева. Да, начинаем 3-й микроматч. Тянем жеребьевку. Восемь. 11 и 9. Е-F4, Д-Е5, Ф-Д6, Е-С5, Д-Е3. Да, приветствие, начинаем последний микроматч. Про дебют, который выпал вот по итогам жеребьевки. Вот выпала так называемая доходовка. Е4, Д5, С5, Д3. Ну, тут, конечно, преимущество ощутимое у белых. И, как видите, Мурадулло сразу задумался над первым же ходом. Ну, я думаю, еще эти двухходовки были известны в советское время. Он как советских времен один играет еще, наверняка он знает что-то тут. Ну, сейчас, конечно, Мурадулло нужно также что-то придумать, так как счет не в его пользу, матч складывается также. И ему нужно играть, что-то искать, изыскивать какие-то возможности, идти на борьбу, стараться навязать какие-то позиции закрытые, где можно как бы запутать соперника. Андрею нужно играть, соответственно, чуть более спокойно, стараться играть попроще и самое главное, конечно, не тратить время. Вот в начале партии это Ну, я напомню, что у нас первый микроматч, у нас там было зафиксировано 2 ничьи. Во втором микроматче у нас первая партия завершилась ничью, а вот во второй партии второго микроматча у нас победу одержал Андрей Федотов. Да, вот при ничьей в микроматче счет становится 1-1, то есть каждый соперник, участник получает по 1 очку. При победе кого-то счет 2-0. То есть, соответственно, Андрей Федотов сейчас ведет в счете 3-1. И
побеждает тот участник, который наберет 4 очка, согласно положению матча. Ну и напомню, что победитель у нас получает 100 тысяч рублей. Да, соответственно, Андрею сейчас нужно, главное, не проиграть, просто ничей в микроматче будет достаточно для того, чтобы стать победителем сегодняшнего матча. А что касается партии, тут примерно равная позиция сейчас. У белых тоже есть, у обоих есть какие-то небольшие недостатки в виде отсталых шашек на А1 и А7. Можно сказать, это компенсирует друг друга. Ну, как и предполагала, Андрей может быть, мог завязать какую-то более интересную игру, но он стремится сейчас к упрощениям. Это, в принципе, правильная тактика. Рисковать нужно Мурадулло. Так, ну, как мы видим, Мурод сделал пару точных ходов и получил преимущество. Уже центральная позиция у него. Тут и, как мы видим, у Андрея опять нехватка времени. Но будем надеяться, Андрей сможет тут защититься. Так. Да. Ну, партия потихоньку пришла к ничейной гавани и завершилась ничью. Третий микроматч, первая партия ничья. Е4, ДЕ5, ФД6, ЕС5, ДЕ3. Приветствие. Вторая партия третьего микроматча. Вторая партия третьего микроматча у нас стартовала. И, Николай, вот что у нас по дебюту? Ну, как я говорил, тут небольшое преимущество у белых. Но оно не такое незначительное, можно сказать, преимущество. Так. Ну вот, да. Кстати, да, тут, оказывается, в первой партии Андрей пошел на более спокойную игру, а тут Мурадулло сразу получает, можно сказать, первым же ходом правильный ход сделал и получил весьма хорошую перспективную позицию. Тут от черных требуется точность, большая точность, да. Это теоретическая позиция, она обычно выходила из другого дебюта, получалось. Но тут да. Можно сказать, если не знать, как тут защищаться правильно, то
будет очень сложно найти уравнение. Как мне подсказывают, меня слышно в студии, поэтому я не буду тут сейчас говорить, как правильно играть. Так, Андрей делает очень весьма неожиданный ход. Смотрим, к чему это приведет. Ну, это как решающая может стать партия. То есть сейчас Андрею нужно не проиграть, главное, и матч завершится в его пользу. А Мурадулло, соответственно, чтобы сравнять счет, нужно обязательно выигрывать в этой партии. И тогда нас могут ждать дополнительные микроматчи. Ну, тут у белых все еще сохраняется преимущество, но уже черные, в принципе, чуть снизили градус, скажем так, борьбы. И я напоминаю, что у нас данные матчи традиционно проходят при поддержке целевого фонда будущих поколений. В этом году также у нас совместно совместно с федерацией выступил с инициативой приглашения именитого спортсмена в лице Мурадулло Амриллаева. Ну и каждый год совместными усилиями две организации проводят для вас, дорогие телезрители, такие суперматчи. да, действительно, это для любителей шашек в республике уже становится таким большим праздником, шашек, подарком со стороны фонда. Мы им очень благодарны за предоставляемые финансовую поддержку. И так, ну, давайте. Развивается событие очень интересно. Конечно, белые получили очень большое преимущество. И да, эта партия завершается в пользу Мурадулло. Счет сравнивается. И я хочу сказать, что это первый случай, когда у нас будут играться дополнительные микроматчи. Общий счет у нас равная. Следующее будем играть 1+1, тоже микроматч, до первой победы в микроматче. Перерыв пока. Перерыв. Хорошо. Итак, ну, у нас прям схватки, да, серьезные. Переживают все наши уважаемые гости. Позвольте спросить еще у наших гостей один вопрос. Ну, подскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, сейчас решающий у нас будет поединок? Что? Ну, во втором микроматче Андрей выиграл очень хорошо, завершающей комбинацией. А вот сейчас, кажется, с этой стороны не видно было. У него флаг упал, да? Нет. Сдался, да? Позиция такая получилась. Он много времени потратил, и в конце получилась неудачная позиция, и пришлось ему сдаться. Ну, 1-1, так что еще все впереди. Все впереди. Юрий Егорович, вы очень эмоционально реагируете всегда у нас на суперматчах, у вас столько эмоций. Ваши впечатления, поделитесь. Очень интересный турнир проходит. Нам было вообще интересно наблюдать. Я-то думал, что до конца доведет
третьем микроматче, второй партии, думал, Андрей доведет до ничьи. Но вот Мурадулло очень хорошо атаковал и добился победы. Вот поэтому сейчас самый интересный момент. Сейчас уже короткое время будет. 1+1. Ага, и до первой победы будет. И будем наблюдать. Они сейчас как на равных позициях, как будто только начинается. Матч, да? А вот вы всегда очень так честно говорили о своих, значит, ну, именно ваши ставки были каковы. Вы не скрываете никогда, за кого вы болеете. Вот сегодня за кого болеете? Конечно, ну, надо сказать честно, я болел за своего Андрея. Андрей у нас был студентом. Мы с ним ездили во многих турнирах студенческих, российских, чемпионатов Европы, мира. И вот поэтому, конечно, Андрей урос на моих глазах. Он недавний выпускник нашего университета. Вот поэтому я, конечно, это звезда наша, нового поколения. Я вот говорю, у них разница в возрасте немножко есть. Когда в чемпионате мира в 1994 году Мурадулло участвовал в чемпионате мира, Андрею было тогда 4 года. Вот поэтому я говорю, такой интересный. Еще раз говорю, Мурадулло просто это друг наших шахматистов. И вот поэтому он очень такой добрый человек, всегда нашим везде помогает. Вот нашим, и вот среднего поколения, молодого поколения, он всех нас знает. Вот наших шахматистов всех знает. И вот поэтому у него очень хороший характер. И вот поэтому мы очень рады, что Мурадулло у нас сегодня здесь приехал. И сегодня показал тоже вот очень интересную партию. Но я желаю все-таки победу Андрею. А скажите, на ваш взгляд, насколько важны подобные мероприятия вообще для Федерации шашек нашей республики? Я хочу выразить благодарность вот НБК «Саха». Это очень интересный проект, вот придумали, фонд будущего поколения. Это очень интересно. Вот каждый год то, что вот не останавливалось, проводится, это одно, это хорошо. И вот поэтому я думаю, что это обязательно надо продолжить. Наверняка многие наши шашисты наблюдают по экрану, и наверняка многие сидят такими же досками. Они, например, им хорошо видно, нам-то немножко неудобно вот посмотреть здесь. Я сижу и думаю, впереди был бы еще один монитор, который реально времени показывал бы нам, тогда нам еще интереснее было бы. Вот немножко мы времени знаем, как идет и так далее. Вот сверху только немножко наблюдаем. Все, принимаем, да, Олег Олегович? Исправим в следующем суперматче. Ну, приглашаем обратно Андрея и Мурадулло, прошу. В первом этапе жеребьевку тянул Андрей, Света, а втором, наверное, Мурат выберет. Давай. Черными. Тянем жеребьевку. Играем 1+1. 34 и 6. И 6. Оп, одна шашка. А1, А5. Так, приветствие. То, белые ходят. Белые? Белые ходят. Да. Приветствие, начинаем игру. Ну что ж, начинается у нас дополнительный микроматч. И, как я понимаю, дополнительный микроматч отличается, да, от обычного. Да, тут уже будет контроль еще более жесткий. Только что мы видели, как очень быстро наши шашисты ходили, когда оставалось мало времени, а тут еще меньше времени будет. То есть 1 минута на партию плюс 1 секунда за сделанный ход. И, конечно, не исключено, что сейчас начнут буквально летать шашки. Так. Ну, Андрей уже вначале потратил полминуты. Это, конечно, не есть хорошо. Но Мурадулло, как известно, очень опытный игрок. Конечно, это и знания у него, багаж знаний большой. Он
соответственно, в дебютах, поэтому меньше времени тратит всегда. Ну, тут такая позиция равная, есть, часто обычно встречается именно в партиях. Как мы видим, у белых центр, черные постараются играть на окружение центральных шашек соперника. Так, ну как вы видите, уже цейтнот большой, уже меньше 10 секунд у белых. У черных чуть примерно 20 секунд в распоряжении. Это, конечно, вносит коррективы в саму игру. Так. Да, белые, конечно, очень... Да, вот немножко Первая Андрей партия перекрутил. выиграл Мурод Амирваев. Партия завершилась победой Мурадулло. Так, теперь уже Андрею нужна обязательная победа, чтобы продолжить матч. Поставьте какой дебют. А мы продолжаем играть до первой победы вот именно в микроматче. Да, именно в микроматче, не в партии. Да, то есть нужно одержать победу по итогам микроматча. Пока повторяют ходы первой партии этого микроматча. Сейчас Андрею надо кровь из носа побеждать. Ну вот первыми белые меняют позицию. Ну, сейчас, да, как мы уже сказали Андрею, нужно обязательно побеждать, чтобы продолжать, да, бороться. Да. Так, что у нас по контролю времени? Ну, по времени снова менее 5 секунд у черных. Ну, получилась теоретическая позиция. Она равная. Мурадулло очень, ну, конечно, это знакомо. Не раз ее, наверное, играл. Так, ну, Андрей пытается изыскать какие-то шансы. Конечно, уже простилась позиция 5/5. Ну, Мурадулло очень правильно играет, конечно. И да, партия завершается победой ничью и победой Мурадулло. Мурода Амирваева. Мурадулло и Андрей, можно выдохнуть. Мы поздравляем Мурадулло с победой. Андрей, вам слово. Скажите, пожалуйста, как считаете, что произошло, как оцениваете свою игру?
Прошу. Ну, поздравляю Мурадулло за потрясающую игру. Ну, в коротких программах здесь, ну, кто угодно может выиграть. Тут чуть-чуть не повезло, наверное, я считаю. Мурадулло, вам слово. Я скажу, что мне просто повезло, потому что Андрей 10-двукратный чемпион мира. Он является сегодня одним из самых сильных спортсменов мира. И игра абсолютно была почти равная. Вот. Но мне чуть-чуть повезло. Я думаю, что я больше скажу, что там больше состоялся неплохой матч. Я думаю, что в будущем мы обязательно еще встретимся. Вот. И спасибо всем большое, что нашли время, пришли, участвовали в наш праздник. Всех вас благодарю. Я думаю, что мы еще скоро увидимся. Спасибо вам большое. Для вручения главного приза мы приглашаем пройти к нам Сергея Васильевича Местникова, а также Сардану Попову. Прошу. Вам слово. Да, у нас завершился матч. Интрига сохранялась до последней минуты. Вот видно было, мы вот на одном дыхании все зрители наблюдали за этим матчем, хотя достаточно много турниров сейчас с поединков состоялось, но прямо вот на одном дыхании и интрига сохранялась до последней минуты. Это говорит о профессионализме каждого участника. И можно сказать, что проект уже состоялся. Состоялся в том плане, что благодаря этому турниру, благодаря совместному проекту с нашим партнером НВК «Саха», благодаря Федерации по шашкам, лично президенту Федерации Владимиру Ильичу Птицыну, за этим турниром наблюдали многие участники. Не только в нашей республике, но и в России, но и во всем мире. Вот сейчас буквально во время турнира мы смотрели статистику участия в Ютубе через интернет. Там многие смотрят и наблюдают, и там тоже пишут комментарии такие, что интрига действительно была во время игры. Это говорит о том, что проект сыграл свою роль просветительскую, которая призывает нашу молодежь, наших детей к такому виду спорта, как шашки. Это интеллектуальный вид спорта. Как вы видели, тут ребята, участники, так бились, скажем так, своим умом. И надеюсь, что благодаря этому турниру любителей этого вида спорта в нашей республике стало еще больше. И мы совсем скоро будем наблюдать наплыв наших детей в шашечные классы по шашкам, кружки и так далее. Это самое главное значение. Ну и большая благодарность нашему гостю Мурадуллу Абдуллаеву за то, что вы приняли наше приглашение в такой далекий край, приехали и приняли участие, показали красивый бой. И сегодня вы в течение дня работали с нашими детьми, делали сеансы, это тоже имеет большое значение для нас. Ну и нашему Андрею, спортсмену, нашему воспитаннику якутской школы шашкам, потрясающе сыграли. Вот мне комментировали ваши старшие коллеги, товарищи о том, что вот тот или иной ход был задуман. Вот мы видели, наблюдали, как ты победил в первой игре. Прямо там многоходовка была сделана, которая вот не просто вот там простым, невозможно это понять, как можно было сделать. Поэтому, Андрей, большое спасибо за то, что сыграл эту игру. И для нас ты всегда останешься победителем. Спасибо. Сертификат. Я тоже хочу поблагодарить Мурадулло за проведенный сегодня мастер-класс, сеанс одновременной игры. Детям было очень интересно сегодня в течение дня тоже посмотреть игру. И Андрею тоже удачи и вперед, развития. И хочу вручить сертификат. Спасибо. На этом суперматч по русским шашкам 2021
подходит к концу. Спасибо большое всем организаторам, гостям, спортсменам за эту потрясающую игру. Мы желаем продолжать эту добрую традицию, и мы не прощаемся. Мы увидимся ровно через год. Биолог бұтсол Алтухары мегеннен бирге бол Тапталбынан тол NBA ки жолақ ки бұзірге сол Аты бар гына от болану